Очередное воскресенье и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рабочей поездке. На этот раз за Уралом, в Сибае. Почти полгода этот город из-за тлеющего карьера был в зоне пристального внимания. Но теперь, когда сделали все, чтобы погасить техногенные процессы, Ради Хабиров приехал в Сибай не проводить оперативные совещания, а сажать деревья. Мы обычно в начале программы не говорим с вами, чтобы не мешать, но сегодня мы в Сибае. Да, мы в Сибае. И по хорошему поводу. И по целым, по нескольким хорошим поводам. Здравствуйте. 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 Мы в 2016 году заявились на конкурс. Есть фонд обнаженных лица Водяновой Натальи. И вот Здравствуйте. благодаря... Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас всех. Здравствуйте. 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 Ну как у вас настроение-то получше сейчас, нет? Все, солнце, весна, все хорошо, да? Деревья сажать будем? Где сажать будем, Ради Фаридович? Проходите, пожалуйста. Так, ну, держите. Держи. Так, давайте чуть-чуть подвинем. Давай. Хорошая посадка. Ради Фаридович, а что за дерево? Я еще... Это дуб. Дуб? Да. В Сибае дубы растут? В Сибае все растет. Теперь будут. Это дубовая такая получается будет, да? Давайте. Ну что, Ради Фаридович, как впечатление, Ну, вот настроение? это настроение очень хорошее сегодня. Вообще-то воскресенье, и настроение, и погода такая замечательная, и много мероприятий. У нас какая задача? Все-таки мы хотели сегодня в Сибай приехали с специальной, скажем, миссией. Мы хотим все-таки переходить, скажем так, на гражданский лад жизни, потому что вы знаете, все последние месяцы, как мы в Сибае говорили, это чрезвычайная ситуация, это проблемы, это карьер. Но все-таки мы считаем, что основные задачи мы по карьеру выполнили. Остаточные явления там остались, по ним это займет определенное время, но в целом мы уже должны жить и думать уже не только об этом, должны думать о развитии Сибая, о развитии промышленности, экономики Сибая. Вот у нас сегодня посещение ряда социальных объектов, поэтому Сибай развивается, Сибай живет, и люди здесь. И самое главное вообще, зачем я приехал, это их поблагодарить. Вот сибайцев просто поблагодарить, сказать им спасибо за их выдержку, за их терпение, за их стойкость. Поэтому вот у нас сегодня большая праздничная программа. Хорошего дня. Спасибо. Праздничная программа в Сибае сегодня рассчитана на целый день. Одно из мероприятий в технопарке Технотерра. Ради Хабиров едет туда. Ради Фаридович, здравствуйте. У нас раньше была станция юных техников, было убитое здание, но мы его за год все это, за даже меньше года все это сделали. Название не случайно, Технотерра, Рустам Михайлович нам предложил это. В этом технопарке у нас 6 квантумов. И позвольте, я вам представлю квантум. Это самое интересное направление, Ради Фаридович, это биоквантум. Здесь у нас дети занимаются биоинженерией. Мы не просто биологией, которую они получают знания в школах, а здесь биоинженерия. Можно я передам слово? Илья, дорогой мой. Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотела вам рассказать про гидроплановую установку. В чудо-грядке мы сажаем овощи. На этой неделе мы посадили лук, и у нас вырос большой и крепкий корень. Это сами уже все, да? Вот мы еще сделали, вот, Ради Фаридович, для детей мини-словарь. То есть здесь у нас еще краткая история, где у нас первый квадрокоптер, а также вот все современные термины, которые здесь должны употреблять. Мне очень нравится оформление красивое. Здравствуйте. 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 Так, здесь хай-тек, да? Да, самое современное Я оборудование. вижу у вас И мы приехали буквально почти
полмесяца назад с инженериатом УГМК из 13 регионов. А где было? В Екатеринбурге? В Верхней Пышме. Мы очень переживали, но мы заняли первое место. Молодцы. Спасибо. Здравствуйте. У нас лаборатория моды дизайна. Благодаря тому, что у нас появились новые машинки, новые оверлоки, мы теперь можем себе позволить шить качественную, красивую одежду. И выступали, где-то показывать, представлять наш Сибай. А тут и уже и школьницы, и дошколята, я вижу. Мы есть, да? 7 лет занимаемся. 7 до 18. Первый класс, Да. получается. Ну вот девочки, первый класс, они у нас с сестрами ходят, сестры за собой таскают уже, учат. С деревень приезжают. Да, вот девочки у меня даже с Никитова приезжают 2 раза в неделю, их папа специально возит, 3 человека. Отлично. Здесь, Ради Фаритович, у нас вас будут дети. Особенно дети. Особенные дети, да. Рассказывайте, естественно. И мы вот хотели представить вам наш проект «Зоарадский многофункциональный центр для детей с ограниченным возможностями здоровья и инвалидностью. Стимул». Данный архитектурный проект мы разделили на зоны, на 4 зоны. Отделение медико-социальной реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение социальной адаптации и консультирования и отделение дистанционного обучения. Центр рассчитан на пребывание 300 детей, из которых на круглосуточном пребывании смогут находиться более 40. Уникальность центра в том, что здесь будут получать комплексную помощь и поддержку детям не только из Сибая, но и с республики. Да, и потом, видите, будет удобно, потому что когда все это будет в одном месте, они и структурно разные, и поэтому идея была 4 блока, и в центре это как раз семейный коворкинг, вот именно инклюзивный, когда они вместе могут находиться уже. У нас такая идея есть, вот я вам, ребята, говорю это, потому что в Заурале, в частности, вам не надо на всю республику делать, потому что такой центр мы делаем в Уфе сейчас, уже проектируем, да, большой такой, который будет работать на всю республику, а здесь в Заурале вот такой вещь нужна, так? А земельный участок, я думаю, вы найдете, и понимание, видимо, есть. Да, я насколько понимаю. Мы, собственно, вот такое решение уже приняли. Это все герои наши. Здравствуйте. Я так понимаю, сфотографироваться, да? Так. Так. Хорошо. И серьезно улыбайтесь. Ради Фаритович, впечатлил? Впечатлил, да, очень красивый, очень хороший технопарк детский. Видно, что с любовью сделано, по-современному сделано. И у детишек глаза горят. И, ну, считайте, 600 детишек могут здесь все-таки совершенствоваться. Здорово. Здорово. А вот дети с ограниченными возможностями проект представляли. Этот проект мы уже обсуждали. Значит, ну, не их проект, мы обсуждали такую историю, что здесь все-таки нам в Заурале такой объект нужен будет. Вот. Но мы поэтапно это все реализуем, потому что, я уже говорил, мы сейчас строим, вернее, проектируем такой объект в Уфе. Это будет очень серьезный объект. И совершенно точно нам нужен один здесь. Более того, там где-то горизонты, если планировать наши подальше, где-то через несколько лет, он нужен еще на северо-востоке нашей республики. Поэтому, чтобы мы вот так вот установили. Спасибо. Ради Хабиров едет в Сибайский колледж искусств. Там собрались горняки, медики, журналисты и другие уважаемые люди, которые внесли большой вклад в процесс локализации очагов окисления в Сибайском карьере. Временный исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хотел поблагодарить сибайцев, всех жителей Сибая, что в довольно сложный период в Сибае они вели себя очень достойно, очень выдержанно, проявили просто человеческое терпение и дали возможность муниципальным органам и республиканским органам решить задачу, чтобы все-таки ситуация экологическая ваша была здесь благоприятной. Позвольте теперь мне перейти к награждению государственными наградами. Указом временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан почетными грамотами Республики Башкортостан за высокий профессионализм и большой вклад в работу по локализации очагов окисления в Сибайском карьере награждены работники Сибайского подземного рудника Сибайского филиала акционерного общества
Учелинский горно-обогатительный комбинат. Мамлиев Ильдар Галиевич, перебежчик подземного участка горно-капитальных монтажных и закладочных работ номер 6. Зельмухаметова Алсу Лукмановна, врач-педиатр участка педиатрического отделения номер 1 детской поликлиники. Кириллова Лияна Рафисовна, главный редактор муниципального автономного учреждения Сибайская студия телерадиовещания. Ишемгулова Гюзель Ахмадулаевна, заместитель главы администрации городского округа город Сибай, Республики Башкортостан по социальным вопросам. Мне кажется, в нашем городе самое-самое синее небо, самая-самая зеленая трава. У нас самое-самое яркое солнце. И у нас самые-самые лучшие добрые люди. И у нас, у сибайцев, есть хороший девиз. По-моему, его вся республика передала. Мы всегда говорим, и испокон веков мы уже с вами говорим. У нас есть девиз «Вперед! Вперед! Молодцы! Спасибо вам большое! Спасибо! Орденом Салавата Юлаева за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Сибай награжден Авзалов Рустем Ахмед Каримович, глава администрации городского округа город Сибай. Это награда в некотором смысле аванс. И немножко необычная ситуация. Мы, как правило, главам муниципалитетов не награждаем такими наградами. Все-таки мы считаем, что он находится на муниципальной государственной службе. Но это наша благодарность Рустему Каримовичу, который взял на себя все эти удары и хорошо работал. И был все это время с городом. Спасибо. Уважаемый Ради Фарич, для меня, честно говоря, неожиданность. Прям волненько. Спасибо за поддержку. Мы вас не подведем. Вперед, Башкортостан, вперед, Сибай. И так держим. Самый главный итог, который я хочу подвести сегодня, казалось бы, была беда, тяжелая экологическая ситуация. Мы все понимали, людям было плохо. Но эта ситуация, как ни парадоксально, город сплотила. За это вам спасибо. Ради Фарич, наградили людей сейчас в Сибае очень торжественно, почетно, все-таки заслуженно. Очень заслуженно. Это, знаете, как... Вот это как раз ровно тот случай, когда эти награды не за там, к юбилею или к чему-то, эти награды именно за конкретные действия, за конкретную деятельность, за конкретную организацию большой нужной работы. И мы наградили ведь очень много и людей простых. Это и машинисты, очень много горняков да. Мы наградили, которые в очень тяжелых и очень быстрых условиях решали вопрос по подтоплению шахты. Мы наградили медиков, которые, вы знаете, это была большая проблема. И они все-таки... Сняли напряжение, помогли людям. Да, помогли людям, самое главное. Не сняли напряжение, а помогли людям. И, конечно, вот такая награда. Я хотел от себя лично поблагодарить главу города. Он ведь, знаете, он же здесь жил. Он никуда не бежал. Он со своей семьей, своими детьми здесь жил. И каждый день... Хамахас! Хамахас! Рахмат! Рахмат! Хамахас! Вот. И вот такая история. Поэтому вот, а сейчас у нас же сегодня еще праздник, у нас же в эти дни мы проводим мероприятие, посвященное Дню работников местного самоуправления. Сегодня у нас торжественное мероприятие, посвященное столетию республики. И забег у нас еще. И забег у нас еще. Отведайте целительного хумыса и всеми любимого хлеба наших плодородных полей. Мы
управления этнохудожественное отделение в Сибайском колледже искусств. Здесь все работы моих студентов. Мы не сумели воспитать зрителя слушать наши эпосы. А у нас в Сибае это происходит, слушает. И я горжусь своими студентами. А что касается заслуженного нашего работника культуры Кайбедина, у него все студенты, все ученики завоевали все мыслимые и немыслимые лауреатства и на международном уровне. Пока вы зашли, я 2 курая сделал, успел сделать. А вот он растет вот такой, это из РНДК. А этот курай вам память от Сибая. Добрый день, рада вас приветствовать. А в нашем музее хранится 7 женских национальных костюмов. Это крупнейших родовых подразделений Бурзян, Тунгавыр, Хапсак, Ухарган. И каждый костюм имеет свой колорит и свой ансамбль. Да? Они действительно отличались. Вот если мы посмотрим. А мужские тоже отличались? Ну, там газон. Так, ну, у мужских покрой, фасон, да, материал, ткань имели отличия, а женские костюмы, они имели разный орнамент. Одевали платья как атласные, так и пестрые, покупные, шелковые, из парчи, из бархата шили еляны. Ну и... Мы очень долго готовились к этому концерту. У нас замечательные коллективы, и взрослые, и детские. И также в этой праздничной программе принимают участие первостроители нашего города, почетные граждане. Все с удовольствием. Мы их, по-моему, и награждаем сегодня, да, получается? Да, правильно, мы всех и награждаем. Проходите. как маму любимую. Человек без родины, соловей без песни. Биленахтан иленах, иленахтан биленах. Если дружба велика, будет родина крепка. Аллах-Яракан республика, Башкортостан, вперед, Башкортостан! Дорогие друзья, уважаемые гости, слово имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радик Хамидович Хабиров. Аликан, Харматле Достар, дорогие друзья, я с радостью приехал сегодня к вам на праздник, чтобы от души поздравить вас с знаменательной датой – столетием нашей республики. Более что в последние месяцы Сибай все чаще звучал в новостях именно в связи с непростой экологической обстановкой. Развитие городской промышленности, к сожалению, обернулось вот таким минусом. Но вы знаете, что республика и вся страна не оставили вас один на один с этой проблемой. Я помню, что происходило здесь до Нового года, первые месяцы, и какая ситуация сейчас после принятых мер. Горняки, городские власти, вся общественность объединились для общего дела. И это очень важно. На следующей неделе подтопление карьеры будет продолжено, и остаточные явления мы ликвидируем. Проблема решается, и мы ее завершим. Уважаемые друзья, сегодня я вручил государственные награды жителям города, горнякам, спасателям, медработникам, учителям, работникам СМИ, которые внесли большой вклад в локализацию чрезвычайной ситуации, информирование, оздоровление населения, организацию отдыха детей в Крыму. А сейчас позвольте мне с удовольствием вручить вам, вашим землякам, юбилейную медаль «100 лет образования Республики Башкортостан». Указом временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан» награждены
Буранбаева Светлана Кензебаевна, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Башкортостана, отличник просвещения России, член Совета старейшин женщин Агидейлер Куров. Спасибо. А вам пожелание: берегите себя для республики и для нашего народа. Идрисов Рашид Хайдарович, ветеран Вооруженных сил СССР, почетный гражданин города Сибай, председатель общества ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, награжден орденом за заслужбу Родине Вооруженных сил СССР. Ходакова Наталья Васильевна, ветеран труда Российской Федерации, руководитель клуба «Фронтовые подруги», почетный гражданин города Сибай, заслуженный учитель ВССР, отличник народного просвещения Российской Федерации. Я ушла на пенсию в 70 лет. Хочу, чтобы все так трудились, тогда все наши города, все наши села обретут живую, интересную жизнь. Меня спросили: Рафиш, вы зачем вообще в Сибай-то сегодня приехали? Я не зря приехал в Сибай, не только доклад прочесть небольшой свой. Я на самом деле приехал с очень маленькой миссией. Я приехал вас поблагодарить. Вот вас, в лице вас, всех сибайцев, за ваше удивительное терпение, за вашу стойкость, за вашу выдержку. Потому что вот благодаря тому, что вы спокойно приняли этот тяжелый удар экологический, вы дали возможность республиканским органам, муниципалитету, нам всем вместе этот вопрос решить. И считаю, что это стало возможно только благодаря тому, что вот вы такие. Спасибо вам большое и низкий поклон. Рафиш, только закончился концерт, вы уже переоделись. Да. Ну, давайте сначала про концерт, эмоции все-таки. Как? Сильный? Замечательный концерт. Талантливые люди живут за Уралом. Очень талантливые, очень самобытные, очень сильные, очень трудолюбивые и такой, знаете, с особой культурой. Поэтому, вот видите, они красавцы какие. Конечно. Спасибо. До свидания, Рахмат. Конечно. Мы идем на забег здесь, в Сибае, и это спорт, здоровый образ жизни. Вы занимаетесь спортом тоже же? Ну, скажем так, я довольно серьезно занимался спортом. Сейчас пытаюсь организовать свой быт и свой трудовой график. Но пока, честно признаюсь, постоянно заниматься спортом не получается, потому что очень много командировок, очень много нагрузки. Иногда бывает, что вроде и у себя в кабинете даже неловко. Ну что, продолжим после забега. Удачи. Так, чего? Ну, до старта 2 минуты. Пожелаем что сибайцам? Сибайцам удачи, здоровья, благополучия, веры в себя. Прям, знаете, я вот к сибайцам только с словами благодарности. Они большие молодцы. Сибай вперед, Башкортостан вперед. Сибай вперед, Алга-Башкирия, вперед, Башкортостан. Да, спасибо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
раза сошла с дистанции. Как вы выдержали? Тяжеловато. Ну, зато победа. Молодец, как ощущения? Ощущение хорошее, но тяжеловато. Надо тренироваться. Ну что, спорту развиваться? Спорту, конечно. Самое главное, знаете, вот иногда мы должны через силу что-то делать. Иногда проявлять качество выдержки, терпения, настойчивости, упорства. И вот опять я это говорю, это характерно для сибайцев. Да и в целом для нашего Башкортостана и за большую нашу семью башкортостанцев. Спасибо. Спасибо. У вас еще силы есть на селфи? На это всегда сила есть. Сложная дистанция? 2 и 3 – это самая сложная дистанция. Вы справились. Болдама. Ты не вернем, мы Так, да? Давай, давай сюда, вперед. Становись вперед. Рустам Конкарин. Вот она, будущее нашей республики, да? Будущее республики? Да. Надо, мальчишки, такой. Они у нас хорошему только учатся, поэтому все будет хорошо.